24-й год для нашего народа знаменательный. Республика празднует столетие ингушской государственности и 30-летие Конституции Ингушетии и Народного собрания региона. В зале депутаты прежних созывов, представители министерств и ведомств, в числе почетных гостей глава субъекта. Махмуд Али Калиматов поздравил парламентариев с важным юбилеем и пожелал дальнейших успехов в законотворчестве. Это великая дата сегодня. Самое главное – это стабильность, устойчивость законодательной власти, законодательного органа, который сам по себе дорожную карту нормативными актами, он определяет, куда мы идем, что мы должны делать. И я вам скажу, то законотворчество, которое совместно с парламентом работает правительство, мы сегодня благодарны. И я искренне от себя, от правительства, за ту конструктивную работу, которую делают депутаты. Я искренне хочу сегодня поздравить и всех депутатов, всех созывов, кто стоял у истоков, кто сегодня ушел или прекратил полномочия по любым основаниям, и благодарен им за их труд. Они тоже свой вклад несли и стояли у истоков создания, формирования парламента. И это труд неоценимый. Благодаря совместной работе правительства с парламентом был принят бюджет, который Минфин Российской Федерации направил нам обратно без замечаний. И это важно, мы определили те основные моменты, и мы можем спокойно говорить о том, что у нас в конце года, как это обычно бывает, в пожарном порядке не будем формировать или бегать, искать деньги. Поэтому это очень важно для нашей республики. Махмуд Али Калиматов поблагодарил парламентариев за продуктивную законотворческую деятельность, последовательность совершенствования регионального законодательства и профессионализм. Мы осознаем, и я благодарен депутатам искренне, и буду благодарить вас за то, что за этот период столько нормативных актов, которые регулируют нашу жизнь, и другие проекты, которые вносились и правительством, они принимались, обсуждались, и принималось решение, которое на благо нашей республики. Сегодня нельзя не отметить, что то формирование мыслей, я бы сказал, и действий парламента, это в части СВО. Более 250 тонн было направлено в гуманитарной помощи. Это от парламента именно с «Единой России». И более 180 тонн гуманитарной помощи Палестине. Это было сформировано, и один рейс, сейчас второй раз договариваемся, и мы будем всегда поставлять. Низкий поклон вам за это. Низкий поклон, потому что дети там нуждающиеся. А участники СВО, я горжусь теми людьми, достойно наши ребята, да, отстаивают интересы России. Глава Ингушетии отметил отличившихся работников аппарата парламента и депутатов Народного собрания высокими наградами. Наградить грамотой главы Республики Ингушетия Мухлоева Джабраила Яевича, депутата Народного собрания Республики Ингушетия. Председатель Народного собрания Ингушетии 7-го созыва подвел итоги деятельности законодательного органа за последние 30 лет. Он отметил, что этапы развития парламентаризма ознаменовались бурными общественно-политическими событиями и социально-экономическими достижениями. Законы, принятые Народным собранием Республики Ингушетия в соответствии со своими полномочиями, способствуют подъему экономического потенциала региона, соблюдению, обеспечению и защите прав жителей республики. В торжественном мероприятии принимает участие спикер Народного собрания Республики 1-го созыва Мурат Келигов, который стоял у истоков создания законодательного органа. Если вспомнить историю парламентаризма, всех этих дел, то, конечно, это большой
как говорится, вперед, что все делается как-то с вниманием, с интересом, с желанием что-то сделать хорошее, не просто там демонстрировать и так далее. История у парламентаризма в Ингушетии богатая. В давних ингушских обществах существовали демократические формы правления, основанные на коллегиальном управлении. Возможность сформировать свой законодательный орган как полноценный государственный институт регион получил с принятием в июне 1992 года закона об образовании Республики Ингушетия в составе Российской Федерации. Отчет новейшей истории начался в непростых условиях. И первое учредительное заседание прошло 11 марта 1994 года на заводе «Электроинструменталь», в помещении, которое не было приспособлено для ведения законотворческой деятельности. И вот эти 30 лет, которые прошли с того времени, произошли в нашей республике разительные перемены. Даже вот само помещение, я сейчас смотрю, какое красивое помещение. У нас республика возрождается, у нас новая столица, которая является жемчужиной Северного Кавказа. Я не погрешу сказать, что это один из самых красивых городов Северного Кавказа. 30-летие парламента, также 30-летие Конституции Республики Ингушетия. Конечно, это говорит о многом. Это говорит о том, что у нас состоялась республика, это что у нас есть все законодательные органы. И сегодня быть участником этих мероприятий мне очень приятно. И приятно было видеть тех начинаний, тех ветеранов, которые стояли на истоках создания нашей республики. Сегодня в Ингушетии создана качественная законодательная база для развития всех социально-экономических сфер региона, отвечающая требованиям государственного устройства. Заложены крепкие традиции депутатской деятельности. Все это благодаря тем людям, которые трудились на благо своего народа. Многих из них сегодня нет среди нас. Царь должен, а мы дуахкам должны хоть. Маснара, ой царь царь, луархум беж, царя илиш дадиш надо. За последние 30 лет парламент Ингушетии прошел непростой путь. Законодательный орган состоялся как в правовом, так и политическом смысле. И несмотря ни на что, всегда неизменным оставался главный приоритет – законотворчество во имя созидания. Зелимхан Калуев, Джамалей Султыгов, Магаз 24.